всепоглощающих, мотивирующих вирусов информационных. Вот. Вообще, на самом деле, информационные вирусы, они существовали у нас всегда, просто раньше они назывались сарафанным радио. И, в принципе, передавались из уст в уста, но сейчас они гораздо сильнее модифицировались, благодаря тому, что у нас интернет вместе не стоит, развивается. И сейчас вирусными становятся все больше и большей части фото и видео. Тем не менее, да, это один из самых популярных видов вирусной информации, это мемы. Они могут существовать от недели до нескольких лет. Наверняка вы все видели. Вот мем «Ой, все, он вообще вечно живущий и, наверное, никогда не будет существовать. Вот. Также вирусами могут быть тексты. Это гораздо более редкий случай, но тем не менее существующий. Тексты обычно отвечают на такие вопросы, как 3 причины, почему вы до сих пор бла-бла, или 10 способов, почему бла-бла и так далее. Один из самых известных вирусов в текстовом формате – это 30-секундная речь бывшего CEO Coca-Cola, которую он держал в одном из американских университетов в 1991 году. Ребят, 25 лет прошло, вирус до сих пор гуляет по интернету. Но в современном мире, когда у нас быстрый и дешевый мобильный интернет, когда информация разлетается буквально в считанные секунды, большее внимание привлекает, естественно, видео и фотографии. Почему? Потому что нет усилий, мы ничего не читаем, не нужно включать мозг, мы смотрим, хватаем эмоции, запоминаем их, радуемся, печалимся, пересылаем друзьям и идем дальше. Вирусология, которая у нас распространяется по интернету, наука очень молодая, недоизученная, недоисследованная, но уже сейчас я могу рассказать нескольких способов, как сделать ваше видео вирусным и заработать какой-то охват. Закон вирусологии номер 1 – это яркая эмоциональная краска вашего контента, видео, фото, будь все что угодно. Самые сильные эмоции – это страх, гнев, ярость, мимишечки наши любимые и радость. Печаль, грусть, тоска – это тоже сильные эмоции, люди на них подсаживаются, но, к сожалению, не любят залипать, там и пересылать другим. Закон вирусологии номер 2 – вызвать интерес, например, как на этом видео, сожжет ли медведь сноубордистку или нет. Потому что если нет интереса, люди не захотят делиться. Интерес вызывают какие-то случаи с неожиданной развязкой, какие-то, возможно, технические или экспериментальные мэчи и все прочее. Закон номер 3. Ваш контент должен быть близок к вашей целевой аудитории. Например, нам всем не очень интересно, что творится на улицах Сан-Франциско, но страус, бегущий по Альфаради или затопленные улицы Алматы со всякими разными мемами – это все, что нужно. Также очень хорошо идет прикрытые сомнениями, как, например, с вирусом с синим платьем. Закон номер 4. Триггер. Очень сложно придумать и как-то вот по команде создать триггер, который запомнится большой аудитории и проживет года, как, например, здоровенный Ясь или WhatsApp. Кстати, WhatsApp, благодаря своему классному триггеру, он потом пошел в мемы прямо в видео, наверняка видели фильмы с этим WhatsApp, да. Ну и малоизученный закон вирусологии номер 5 – удача. Тут уж как повезет. Хотя, если мы говорим о каких-то коммерческих вирусах, то тщательная подготовка – классная идея, они действительно дают фору, и даже удачу можно запрограммировать в этом случае. Я вам предлагаю сейчас вернуться в небольшую сводку самых классных популярных вирусов последних лет. И платье, синее или черное. Это действительно перевернул весь мир. Вирус был народным, и непонятно откуда растут у него ноги. Люди делились по WhatsApp, люди делились в социальных сетях, обсуждали, буквально дрались за цвет этого платья. На чем очень сильно сыграли бренды. На самом деле, это действительно очень классный пример того, как коммерческие организации запрыгнули на волну народного вируса, проверили его своим брендом. Получился такой небольшой сетевой трэш, даже казахстанские бренды поучаствовали во всей этой канале, и получилось довольно весело. Ice Challenge. На самом деле это тоже вирус социальный. Он в 2014 году летом прокатился буквально по всему миру. Непонятно тоже, кто был основателем, доподлинно это неизвестно. Но тем не менее, просто 2 цифры. Более миллиона хэштегов с видео в Фейсбуке и более 2 миллионов хэштегов с видео Ice Challenge в Твиттере. Прием мимими. GoPro со своим продуктом GoPro Hero засняли спасение котенка в горящем доме. Естественно, показали все преимущества продукта, четкость, точность красок и так далее. И также ребята с календарика, девочки поймут, это красавчики и пожарные с животными. В Казахстане тоже есть чем гордиться, помимо МС Сайлова Бега. Есть классный кейс агентства Убьет Global, один из последних кейсов, бегущий страус в Аль-Фараби.
ребята заработали 25 миллионов просмотров по всему миру, с их слов абсолютно бесплатным размещением. Прям вот браво. На самом деле это была тизерная кампания Новосибирских банков. Не могу обойти этот кейс тоже стороной. Мы Теле2 запускали его год назад. По 47 причин, почему вам не стоит приезжать в Казахстан. Нас ругали, нас хвалили, нас хотели бить, нас хотели там всяко разных обзывать. Но тем не менее 110 тысяч просмотров только на первоисточнике, несколько бесплатных перепечаток в СМИ. Собственно, вирус удался. Даже если у вас классная идея, классная реализация, вам обязательно нужно уделить большое внимание посеву этого вируса. Сеять вирус абсолютно во всех доступных интернет-каналах, это может быть социальные сети, это может быть мессенджеры, YouTube и так далее. На самом деле победа, когда ваш вирус перепечатывают СМИ, заинтересовывают и берут к себе на вооружение. Как и везде, есть две оборотные стороны медали. Да, о вас говорят много и часто везде, но вы не контролируете абсолютно ничего из того, что вам говорят. То есть здесь репутация бренда абсолютно не подконтрольна вам. Соответственно, да, когда вирус это большая печалька, и на самом деле возможность того, что вирус у вас стрельнет, такая же ровно 50%, это ровно столько же, сколько встретить его динозавра в виде пара или нет. Но если вирус действительно стрельнет, то вам большая похвала, и стоимость контакта при таком маркетинговом ходе, она будет становиться. Спасибо, у меня все, вопросы.